Представьте себе, что в один прекрасный день ученые, сидящие в обсерваториях, подтвердят, что к Земле летит некий астероид. Государствам с космическим потенциалом надо срочно договориться, как его остановить. Дальнейшее развитие событий зависит от того, сколько времени, по мнению астрономов, остается до столкновения. Но ни одно из возможных решений не будет простым, и как минимум в одном из вариантов потребуется применить ядерное оружие. Столкновение астероидов и комет с Землей часто рассматривается как одна из возможных причин гибели человечества. В прошлом наша планета приняла на себя удары 6 астероидов диаметром не менее 10 километров. Об этом свидетельствуют огромные кратеры на поверхности Земли в разных частях света. Самому древнему кратеру 2 миллиарда лет, а самому молодому 50 тысяч. Таким образом, вопрос заключается не в том, произойдет ли еще одно столкновение, а в том, когда оно произойдет в следующий раз, и будем ли мы к этому готовы. Осенью 2008 года в пустыне на севере Судана упал астероид диаметром от 2 до 5 метров. Ему присвоили имя 2008 ТЦ-3. Это был первый в истории случай предсказанного падения астероида. Одна из обсерваторий в США обнаружила его за день до падения, рассчитав траекторию, место и время столкновения с Землей. Все произошло точно по предсказанному сценарию, обошлось без жертв и разрушений. А что будет, если на Землю прилетит глыба в 1000 раз больше? Астероид, падение которого совпало с вымиранием динозавров, имел 10 километров в диаметре, но большая часть биосферы благополучно пережила это событие. 2 миллиона 200 тысяч лет назад комета диаметром около 2 километров упала в океан между Южной Америкой и Антарктидой. Волна высотой около километра выбрасывала китов в Анды. Тем не менее, предки современных людей, жившие в то время в Африке, не пострадали. Жизнь на нашей планете вряд ли будет уничтожена крупным астероидом, но вот стать причиной катастрофы планетарного масштаба он вполне способен. Попадание небесного тела в тонкий участок земной коры или в крышку магматического котла может спровоцировать извержение вулканов. Столкновение с астероидами диаметром от 1 до 10 километров будет сопровождаться выбросом в атмосферу до нескольких тысяч кубических километров породы. Мощный взрыв заполнит атмосферу пылью, что создаст условия для так называемой ядерной зимы. О ней мы расскажем вам в следующих видео. Кроме того, падение крупного астероида вызовет всемирное землетрясение и цунами, опасное в первую очередь для техногенной цивилизации. Разрушения в зоне падения будут тотальными, климат планеты сильно изменится и придет в норму лишь через несколько лет. Но хватит ли этого, чтобы уничтожить жизнь на Земле? Тут все зависит от размеров астероида. По мнению экспертов, чтобы стать убийцей всех высокоорганизованных форм жизни на Земле, астероид должен иметь диаметр около 60 километров. Небесные тела такого размера падают на нашу планету крайне редко, раз в миллиарды лет. И сейчас поблизости нет таких крупных астероидов. Считается, что практически все большие небесные тела от 1 километра в диаметре и более нам известны. Опасность в основном представляют не они, а малые астероиды от 50 до 150 метров в диаметре. Их труднее наблюдать, и при этом среди них часто появляются новые тела. Еще одна опасность – взрывы в атмосфере Земли метеоритов диаметром несколько десятков метров, которые могут вызвать ложные срабатывания систем предупреждения о ядерном нападении или попадание таких метеоритов в районы базирования ракет. Правительства стран мира относятся к этим проблемам всерьез и принимают меры, чтобы избежать опасного столкновения. Недавно астрономы и программисты НАСА создали систему раннего предупреждения астероидного нападения, которая может почти гарантированно обнаружить любой астероид, приближающийся к нам на опасно близкое расстояние, за 5 дней до его подлета к Земле. Этот срок может показаться недостаточным для отправки к потенциально опасному астероиду спасательной миссии во главе с Брюсом Уиллисом, однако и это уже хорошо, ведь раньше ученые могли обнаружить такого космического киллера лишь за пару часов до его падения на Землю. За 5 дней, по крайней мере, можно оценить последствия от падения и принять соответствующие меры по спасению жителей той зоны, куда он упадет. С маленьким астероидом все понятно. Можно эвакуировать население или хотя бы настоятельно рекомендовать не подходить к окнам. А вот что делать с более серьезными противниками?
Самый очевидный способ справиться с гигантским астероидом, который с огромной скоростью летит в сторону Земли, отправить что-нибудь ему навстречу и, прицелившись, ударить по нему. Можно надеяться, что таким образом астероид удастся сбить с курса, и этого будет достаточно для того, чтобы избежать столкновения. Есть и другие варианты. Например, во время нахождения астероида в глубоком космосе запустить на его поверхности ракетный двигатель и постепенно вытолкать убийцу с его траектории, направленной на столкновение с Землей. Или с той же целью взорвать на нем водородную бомбу, пока он находится на безопасном удалении от Земли. Однако эти методы требуют времени. Для организации полета за пределы земной орбиты необходимо добрых 4 года. И у космического аппарата уйдет еще 1-2 года на то, чтобы добраться до соответствующего астероида. Если времени в запасе будет меньше, нам придется придумать что-то другое. Первое, что приходит в голову – взорвать астероид водородными или ядерными бомбами на подлете к Земле. Но это, скорее всего, неудачная идея, ведь в результате таких взрывов возникнет целая куча маленьких астероидов, которые могут нанести намного больший ущерб, чем один астероид. Более того, современные системы противовоздушной и противоракетной обороны не способны обнаружить астероидную угрозу, поскольку решают совершенно иные задачи – отслеживание пуска баллистических ракет. К тому же, действующий договор о космосе плохо относится к отправке в космос ядерных зарядов. А вот разработчики проекта D-Star предлагают испарять небольшие астероиды и еще на дальних подступах к Земле с помощью орбитальной платформы из множества небольших лазеров, объединенных в один фазированный излучатель. В зависимости от размеров эта платформа может сбивать астероиды или кометы с опасных орбит или даже полностью испарять небольшие экземпляры. Их коллеги из проекта Light Touch 2 сосредоточили свои усилия на небольших астероидах, которые они предлагают постепенно сводить с орбиты с помощью лазеров. Испытать свою идею авторы хотят с помощью демонстрационного аппарата Адам, который будет определенное время буквально преследовать астероид, чтобы существенно изменить его траекторию. При том, что лазеры и ядерные бомбы могут сработать лишь в тех случаях, когда астероид уже находится достаточно близко, эффективность этих методов во многом зависит от состава конкретного астероида, поскольку температура испарения каждого из них будет разной. По сути, кроме ядерных ракет, у нас пока ничего толком и нет. Что будет, если завтра астрономы объявят всему миру, что из пояса Койпера к нам летит астероид более 100 километров в диаметре? Смогут ли люди противостоять вселенской стихии? Чтобы предотвратить катастрофу, придется собрать всю технологическую мощь, созданную человечеством, и нанести решающий удар. Прямое попадание! Астероид разнесло в клочья! Несмотря на то, что тысячи его осколков сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, более крупные части все же пробрались к Земле. Наблюдаются значительные повреждения инфраструктуры и многочисленные жертвы, но о конце света речи не идет. Отклонить астероид-убийцу от его орбиты обошлось недешево, но пока у нас нет запасной планеты, эту мы будем защищать любой ценой.